Тамайская молочная товарная ферма была создана более 7 лет тому назад на базе бывшего свинокомплекса, который был реконструирован под дойное производство молока и выращивание нетелей. У истоков его создания стояла молодая, хрупкая женщина, которая не испугалась предстоящих трудностей и смело взялась за бизнес-план. В интервью нашему телеканалу Мария рассказала о том, как все начиналось. Здесь был свинокомплекс в свое время, и мы выкупили этот свинокомплекс, сделали небольшую реконструкцию. Комплекс был построен. Единственное, что не хватало животных. Наш инвестор, американец, он даже советовал, говорит, может быть, вам для начала, чтобы научиться, надо взять молдавских коров, потому что импортный скот очень капризный скот. Он не привык к вашему климату, он не привык к вашим кормам. Но мы рискнули. Рискнули, правда, небольшим количеством, всего 66 голов, это 2 скотовоза было. На тот момент, по словам Марии, 2 скотовоза стоили около 2 миллионов леев. Сколько же должна дать эта корова молока, чтобы окупить вложенные средства, подчеркнула госпожа Акбаш. Мы подумали, что это очень легко. Построил коровник, привез коров, сидишь, просто доишь, и у тебя 365 дней в году. Я думала, что корова доится 365 дней в году, она доится 305 дней. Я думала, что она не болеет, она болеет. Я думала, что она телится и рождаются только телочки. Оказывается, в большинстве своем рождаются бычки. Конечно, рентабельность, та, которую мы просчитывали в своих бизнес-планах, она себя не оправдала. Но я вам хочу сказать, что если мы сегодня работаем, если мы платим заработную плату, если мы оплачиваем налоги, если мы гасим свою кредиторскую задолженность по инвестициям, значит, не все так плохо. По итогам прошлого года предприятие, где работает Мария Акбаш, было удостоено награды «Лучший предприниматель 2014 года». За высокие и стабильные показатели в области экономики предприятию Доксанком была присуждена награда Гран-при. После вручения руководству предприятия диплома Башкан Гагаузии Ирина Влах сама решила посетить этот комплекс, дабы встретиться с коллективом. Мы сегодня приняли решение приехать на это предприятие после того, как наградили Доксанком, потому что Доксанком получил приз Гран-при как лучший предприниматель года 2014-го. У Доксанкома очень хорошие показатели. И мы решили наглядно увидеть, на базе чего все эти показатели были выстроены, и правильно ли мы сделали, что наградили их. Но сегодня я могу констатировать, что действительно это предприятие заслуживает той высокой награды, которая была им предоставлена, заслужена на самом деле. Я хочу сказать, что вложено очень много ресурсов, вложено много сил и руководства, и всей команды. В настоящее время на предприятии, где руководителем является Мария Акбаш, трудятся более 100 человек. Коллектив сложился неплохой. Работники на предприятии обеспечены полным социальным пакетом, работают на комплексе с удовольствием и с большим желанием. Свободных мест здесь практически не бывает. Люди приходят с удовольствием и работают тоже с удовольствием. Знаете, средняя заработная плата сегодня на ферме – это около 2000 лей. Это очень мало, это очень мало. Но сегодня, если сегмент заработной платы больше 7-8%, это уже катастрофа для самого животноводческого предприятия. Несмотря на все трудности, предприятие, руководимое Марией Акбаш, не только выращивает на продажу племенных коров, но и перерабатывает в день до 8 тонн молока. Вся производимая продукция в основном продается для потребителей Молдовы.